по поводу обращения некого Мухаммада Арифа, бывшего имама мечети в селе Линаул в 2012-2016 годах по вопросу сноса старинной чеченской мечети 7 мая 2025 года. Во-первых, бывший имам странным образом обращается к братьям-акинцам, в то время как следовало бы обращаться к чеченцам. Нет такой национальности акинцы. Возможно, бывший имам не знает очевидных фактов, возможно, лжет. Мы разберем его выступление, и пусть каждый сам сделает вывод, лжет ли этот персонаж или он такой наивный. Бывший имам говорит о демонтаже якобы мечети, то есть ставит под сомнение, являлась ли снесенная постройка мечетью. Это очевидная ложь. Бывший имам заявляет о том, что по инициативе аварской части населения были переданы находящиеся в муниципальной собственности 2 старые мечети. Это при том, что возврата этих мечетей долгие годы добивались чеченцы, чьи предки их и построили, добились этого с большим трудом. Никакой инициативы аварской части населения в этих вопросах мы никогда не видели. Возврат мечетей произошел не столько по инициативе аварской части населения, сколько по исполнению указа Российской Федерации о возврате религиозных и культурных объектов населению. Бывший имам как бы с осуждением сообщает о том, что переданные из муниципальной собственности мечети до сих пор не используются по назначению, при этом стыдливо умалчивая о том, что переданы были в полуразрушенном состоянии. До полуразрушенного состояния они были доведены чеченцами. Напротив, чеченцы вложили много средств и сил в восстановление этих мечетей. Бывшего имама понесло еще дальше. Глядя в камеру честными глазами, он заявил о том, что никто не заикнулся о том, что снесенное 7 мая 2025 года здание является мечетью. Странно, что бывший имам не знает о том, что накануне была встреча представителей чеченской и аварской общественности села с представителями муфтията Республики Дагестан, где была достигнута договоренность о том, что мечеть не будет снесена, пока в муфтияте Республики Дагестан не будет проведена очередная встреча и достигнута договоренность о судьбе мечети. Бывший имам идет дальше, заявляет о том, что снесенное здание было не мечетью, а магазином. Перекликается с началом обращения, когда упоминается якобы мечеть. В конце своего обращения бывший имам снова обращается к нам как к братьям-акинцам. Мы, конечно, догадываемся, почему бывший имам старательно избегает назвать нас настоящим именем чеченцами. Бывший имам в заключении своего обращения призывает не вводить людей в заблуждение. Смешно, но это говорит тот самый человек, который черный называет белым, а белое черным.